Добрый день, дорогие друзья! Библиотека Smart 203 рада приветствовать вас. Я Шадрина Елена Борисовна, ведущий библиотекарь Центра библиотечных услуг. Недавно мы узнали об одной очень замечательной межрегиональной акции «Читаем книги» Нины Павловой. И мы тоже бы хотели принять в ней участие. И сегодня в рамках этой акции я прочитаю вам замечательную сказку Нины Павловой, которая называется «Цветок, который зимой не спал». Есть в лесу поляна. Зимой над нею светит самая яркая в небе звезда, а в ночь под Новый год поляна становится волшебной. В эту ночь, в этом месте может приключиться все, что угодно. Стоит только лесным жителям сюда собраться, сообща что-нибудь пожелать и сказать о своем желании звезде. Трудно птицам и зверям сговориться насчет желания, но в нынешнем году все так соскучились по свету и теплу, что дружно сошлись на одном. Пожелаем, чтобы к нам на встречу Нового года пришла сама весна. «Я спою ей свои лучшие песни», — сказала Чечетка. «Я встречу ее барабанным боем», — сказал Заяц. «Я выведу ей навстречу всех своих 8 мышат», — сказала лесная мышь. Звезда долго мигала, когда узнала о желании лесных птиц и зверей. Потом сказала: «Весны на земле сейчас нет. В северном полушарии у вас зима, а в южном лето». «А куда же упорхнула весна?» — спросила Чечетка. «Где она скачет?» — спросил Заяц. «Кого растит?» — спросила мышь. «Весна сейчас у меня», — ответила звезда. «И это против правил требовать ее на землю. Но если она согласится сама, я так и быть отпущу ее на эту ночь». «Упроси весну!» — крикнули звери и птицы. И они долго смотрели, задрав головы на яркую звезду. Звезда молча мигала. Наконец она сказала: «Весна просила меня передать, что она встретит с вами Новый год, но только при одном условии. Если у вас в лесу есть хоть одно растение, которое сейчас не спит и готовит ей в подарок цветы». «Найдем такое растение!» — крикнули птицы и звери, а громче всех Чечетка, Заяц и мышь. Чечетка тут же собралась лететь. «Навещу ольху! Она расцветает, как только стает снег, и цветы у нее уж давно готовы. Не спит ольха? Хорошо, а спит? Я ее разбужу». И Чечетка полетела над снежными полями, над закутанными в снег елочками, в замерзшей реке. Там стояла ольха, вся в черных шашечках, вся в плотных сережечках. «Ты не спишь?» — спросила Чечетка. Ольха молчала. Чечетка прыгала с веточки на веточку, тормошила ольху, теребила, выклевывала из шишечек семена и все спрашивала: «Ты не спишь?» Но пришлось ей вернуться ни с чем. Тут собрался в путь Заяц. «Подкачу к волчьему лыку. Оно расцветает рано и, наверное, уже готовит к весне цветы». И Заяц помчался по пухлому снегу через полянку и мелкий кустарничек. Там торчали из-под снега голые прутики волчьего лыка. «Ты не спишь?» — спросил Заяц. Волчья лыка молчала. Заяц тряс его за ветки, тормошил, теребил, надкусывал кору и все спрашивал: «Ты не спишь?» Волчья лыка молчала. Заяц все спрашивал, но пришлось зайцу вернуться ни с чем. Тут собралась в путь мышь. «Спущусь под снег на зеленый мох, там много кустиков и трав, которые не спят всю зиму». И мышь влезла в норку и побежала белым туннелем до самого мха. Бежит по мху и все спрашивает: «Эй, ребята, кто
Кто готовит весне цветы? Отзовитесь! Вдруг слышит из-под снежной стены голос. Я готовлю весне цветы. Заработала мышь лапками, прокопала снежную стену и видит на земле стебельки, а на стебельках зеленые почки. «Ты кто?» – спросила мышь. «Я лесная звездочка, звездчатка». «Это ты думаешь о цветах?» «Я? Но у тебя же нет ничего, кроме почек». «А в них-то я подращиваю цветы. Я всегда делаю это зимою. Смотрю на снег и думаю, пусть мои цветы будут так же белы. Любуюсь на снежинки и думаю, пусть мои цветы будут тоже звездочками». И все это сбывается. Мышь выбежала на волшебную полянку и сказала: «Я нашла цветок, который не спит и готовит подарок весне цветы. Его зовут Звездчаткой». Тут все так обрадовались и такую подняли суматоху, что звезда сама догадалась, цветок найден. И она послала на волшебную поляну весну. Чечетка встретила весну звонкой песенкой, заяц барабанным боем. Мышь вывела ей навстречу 8 мышат. Весна принесла с собою и свет, и тепло. Стаял снег, забегали по земле муравьи и жуки. Вылетели из щелей бабочки, заурчали в лужах лягушки. Птицы весело перекликались на деревьях, звери растянулись на мягком мху. Все стали чесаться, чиститься, прихорашиваться к празднику. А потом пошло веселье. Такого веселья на волшебной поляне еще никогда не бывало. Ведь сама весна встречала здесь Новый год и оставалась всю ночь до утра. Ну а лесной звездчатке на этом празднике, кроме весны, никто не вспомнил. Весна же сразу подошла к ней и сказала: «Спасибо тебе, спасибо, звездчатка, что не забываешь меня в темень, в стужу, в январскую звездную ночь». Всем спасибо, надеемся, что вам очень понравилась эта сказка. Читайте Нину Павлову. До новых встреч, пока-пока!